Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Явка на парламентских выборах в Туркменистане превысила 90%. За первые 2 месяца 2023 года Туркменистан экспортировал в Китай товаров на сумму более $1,5 миллиарда. Очередная золотая медаль в копилке сборной Туркменистана по тяжелой атлетике и другие новости. В Туркменистане завершились выборы депутатов Меджлиса, членов вилаятских и трабских городских халк-маслихаты и генгешей. По данным ЦИК Туркменистана, на выборах в депутаты Меджлиса до 19:00 проголосовало 91,12% избирателей. Товарооборот между Туркменистаном и Китаем в январе-феврале 2023 года вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Главного таможенного управления Китая, этот показатель за первые 2 месяца текущего года превысил $1 миллиард 73 миллиона. За отчетный период туркменский экспорт в Китай составил более $1 миллиарда 61 миллиона, что на 11% превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Студенты из Туркменистана приняли участие в межвузовском фестивале дружбы, посвященном 55-летию Гомельского государственного университета. На концерте они представили туркменский народный танец «Кюш-тепти», в 2017 году внесенный в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В городе Аркадак ведется комплектация экспозиции нового музея Ахалского вилаята, в котором также будут представлены историко-археологические артефакты. Экспозиция музея отразит все периоды исторического развития Ахала, на территории которого находятся всемирно известные памятники различных исторических периодов и цивилизаций. Официальный дилер LC Вайкики в Туркменистане объявил о поступлении новой весенней коллекции в брендовый магазин, расположенный в торговом центре Беркарар. В новую коллекцию вошли джинсы, футболки, платья, свитшоты и многое другое. Покупателям предлагается рассрочка до 6 месяцев при покупке на сумму до 1500 манатов. Этим летом в Токио откроется тематический парк, посвященный вселенной Гарри Поттера. Он станет первым развлекательным объектом на тему Поттерианы за пределами Великобритании. Площадь парка составит 30 гектаров. На входе в парк посетителей будет встречать платформа 9-3×4 на вокзале Кингс-Кросс и алый паровоз Хогвартс-экспресса. На посту Верхний Ларс российско-грузинской границы образовался огромный затор из грузовых автомобилей. Причина – затяжные снегопады, перекрывшие главную транспортную артерию региона. Водители фур, везущих грузы в Грузию и из нее, стоят уже несколько дней в ожидании хорошей погоды. Часть грузовиков, застрявших со стороны России, отправляются на временные стоянки во Владикавказе. Туркменская штангистка Огульшат Аманова выиграла золотую медаль юношеского первенства в Дурусе. 13-летняя тяжелоатлетка стала победительницей в весовой категории до 47 килограммов. В сумме двоеборья Аманова показала результат 156 килограммов, 71 на рывке и 85 килограмм в толчке. Тяжелой атлетикой Огульшат занимается под руководством своего отца, тренера школы высшего спортивного мастерства и сборной Туркменистана среди девочек Гурбандурды Аманова. В субботу в Москве стартовал международный турнир «Кубок основоположникам самбо». Соревнования собрали спортсменов из 10 стран, которые оспаривают призы в 7 весовых категориях среди мужчин, женщин и по боевому самбо. По итогам первого дня соревнования команда Туркменистана завоевала 4 медали. Из них 1 золотую и 3 бронзовые. В воскресенье состоялся товарищеский матч между туркменским Алты-Насыром и российским Уралом. Команды играли на стадионе Джебель-Али в Дубае. Противостояние завершилось со счетом 3-2 в пользу клуба из Екатеринбурга. Тренировочный сбор Алты-Насыра продлится в Объединенных Арабских Эмиратах до 31 марта. Сборная Ирана в 3-й раз стала чемпионом Азии по пляжному футболу. В финале первенства Азии, проходившего в Таиланде, команда Мослема Мисигара одолела Японию со счетом 6-0. Бронза досталась Оману, который в матче за 3-е место был сильнее Объединенных Арабских Эмиратов 4-2. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.